С традиционной и, что особенно важно, неожиданной проверкой санэпидстанция Сухума приехала в одно из самых популярных и знаковых мест столицы – ресторан национальной кухни «Нарта». Это плановая проверка, которая проводится раз в год. Если нет нарушений весомых, то она проводится везде по правилам один раз в год. Если есть крупные нарушения, тогда пишется предложение по их устранению и дается срок на устранение этих нарушений. Если не выполняется, то накладываются меры административного воздействия, то есть штрафные санкции. Но наши штрафные санкции очень маленькие, поэтому они особо так не влияют на некоторых руководителей. Проверка СЭС – это ряд важных мероприятий, направленных на определение соблюдения конкретных санитарно-эпидемиологических норм. Представители службы могут проверять как непосредственное помещение, так и прилегающую к нему территорию и имеют законное право на вынесение санкций в случае несоответствия объекта установленным нормативам. Кухонная часть ресторана «Нарта» состоит из нескольких цехов производства – мучного, европейской кухни, мясного цеха, национальной кухни и моечного отделения. Проверка сухумского СЭС началась с самого важного места – можно сказать, сердце ресторана, известного на всю страну именно мучной кухней. Мы здесь проверяем все. Хранение муки, вот она, видите, стоит на стеллажах тоже. Маркировку, вот все промаркировано. Вот тесто написано, здесь вода хранится. Стол для разделки теста, основной ингредиент. Непосредственно заводского изготовления. Маркировка там есть. И сроки годности. Все. Видите? Вот оно. Дальше. Здесь у нас готовое. Вот масло. Предварительно взяв смыву с рук непосредственно поваров и работников мучного цеха, исполняющая обязанности главного врача СЭС оценила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм положительно. Следующей точкой проверки стал цех европейской кухни. У нас готовится первые блюда, вторые, салаты, пицца, не знаю. Так, где вы готовите салат? Так, салатики производятся на этом столе. Ну вот, этот стол у нас для салата. Он промаркирован. Да. Разделочная доска промаркирована. Емкости для хранения овощей также промаркированы. С этим претензий мы не имеем. Дальше идет горячий цех. Да. Супы, солянки. Вы, значит, разделываете, где что покажите? Мясо разделывается здесь, на супчике, на соляночку. Здесь у нас жарится деревня стейк. Как видите, только в стиле заказываем. Претензий особых нет, но частично маркировочка, так сказать, Да, потому что мы каждый вечер как бы это и у нас снимается, мы стараемся все обновлять. Так же, как и при проверке мучного цеха, у работников цеха европейской кухни были взяты смывы с рук. И не только. Определение патогенной, условно-патогенной санитарно-показательной микрофлоры. Это мы проверяем на соответствие ГОСТу по бактериологическим показателям. Далее инспекция проверила мясной цех ресторана. Санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, санитарные правила выполняются и соблюдаются. Сроки годности мяса соответствуют. В общем, мы претензий не имеем. Проверочная инспекция не обошла стороной, конечно, и цех кавказской кухни. Маркировка имеется, но не везде четкая, а так все есть. Вы что здесь где делаете? На этом столе что? Сырная, да? А что вы делаете здесь? Сыр только режем и все. Режете сыр. Одним из самых важных мест любого заведения общественного питания является, конечно же, моечное отделение. Ведь именно здесь обрабатывается посуда, которая позже попадет на столы гостей. СЭС проверили и это отделение «Нарты». Итоги инспекции Лидия Кураносова оценила как положительные, отметив высокий уровень соблюдения необходимых норм. Санитарно-гигиеническое состояние проверяемого объекта удовлетворительное.
Я уже говорила, что это в нашей службе самая высшая похвала. Выше оценки удовлетворительности у нас не бывает. За исключением небольших недочетов. Это кое-где отсутствовала маркировочка. Вот данный объект, он законопослушный и старается соблюдать все санитарные требования, которые мы предъявляем к ним. Проверки СЭС, по словам Лидии Кураносовой, будут проводиться и дальше. Рада Чачава, Лаура Капш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.